Осенний старт с прицелом на зиму представители Республиканской федерации лыжных гонок сегодня разыграли награды чемпионата и первенства Чувашии в гонках на лыжероллерах. По трассе, размеченной на тротуарных дорожках Верхнего Бьефа Чебоксарского залива, прошелся и наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. 2 недели назад на этой же трассе представители классики зимнего спорта в гонках на лыжероллерах определили сильнейших в спринте. Ныне претендентам на призовой подиум в зависимости от возраста необходимо было преодолеть расстояние от 5 до 15 километров свободным стилем. Первыми на дистанцию шли девушки 14-15 лет. В ранге серебряного призера первенства республики на 5-километровую гонку ушла хозяйка трассы Варвара Скоросуева, 121 номер. Однако доехать до золота ей не удалось. Подопечная второй школы Олимпийского резерва остановилась в шаге от пьедестала, на верхнюю ступень которой поднялась Калиста Кускова, номер 129. Воспитанница Владимира Кузьмина замыкала стартовый протокол девушек 2004-2005 годов рождения, однако по дистанции буквально пролетела вихрем, опередив не только сверстниц, но и старших коллег из группы 16-17 лет. Этот старт должен был быть показателем результата за наши летние сборы. Этого и ждет от меня отец, чтобы я росла за Кристиной, шла по ее пятам. И, конечно же, Кристина всегда меня поддерживает, и этот комбез она подарила мне. Я очень счастлива, что она его подарила мне, потому что он придает мне силы. У женщин Марии Владимирова, номер 155, к титулу чемпионки республики в спринте добавила еще один – победителя в гонке на 10 километров. Я являюсь спортсменкой в третьем поколении. Моя бабушка в 1972 году попадала на Олимпийские игры в Саппоро, и, как говорится, гены пальцем не задавишь. У мужчин быстрее всех дистанцию 15 километров проехал чемпион республики Мариэл Дмитрий Чекулаев. Среди хозяев чемпионата лучшее время показал представитель канадской спортшколы «Локомотив» Никита Кузнецов, занявший второе место. Программа чемпионата и первенства республики помимо гонок на лыжероллерах включает соревнования по легкоатлетическому кроссу. Он пройдет завтра в Заволжье. Так что у тех лыжников, которые не сумели попасть на пьедестал почета, будет второй шанс завоевать награды республиканского достоинства. Вячеслав Ильин, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия.